Пошел. Серьезно, что ли? Я впервые узнал, что можно регулировать руль по вылету. Но я когда купил, пытался это сделать, не получилось у меня. Оказывается, можно регулировать по вылету. Ну вот, теперь и вы знаете, что руль регулируется у нас по высоте и по вылету. Могет у вас. Ребята, всем привет! Меня зовут Владислав, и вы смотрите канал Северный Патрик. Сегодня 23 марта, и я приехал к официальному дилеру в город Якутск, Республика Саха-Якутия, чтобы пройти ТО-1. У меня пробег почти 15 тысяч, и по условию ТО-1 надо пройти до 15 тысяч. Если этот момент пропустить, то можно лишиться гарантии. Я как бы не хочу его лишаться. Недавно в комментариях вы писали, что зачем тебе ТО-1, все можно сделать самому и так далее, лишняя трата денег. Дело в том, что это моя первая машина отечественная, УАЗ Патриот. До этого я 12 лет катался на бэушных иномарках, все делал сам, своими руками. Хочу почувствовать на себе, что такое сервисное обслуживание, быть на гарантии. Мы сейчас пойдем, все узнаем, сколько стоит, что сделают, действительно ли стоит того это дело или нет. По УАЗу, если честно, я боюсь дорогостоящих ремонтов, например, как головка двигателя, там, цепь, раздатки и так далее. Не хотелось бы самому это покупать и делать. Вот поэтому я их не хочу лишиться гарантийного обслуживания. Если оно есть, то почему бы не воспользоваться этой гарантией? Поэтому я вот пришел к официалам. Вы сейчас все сами посмотрите, сами увидите, что делают, за сколько стоит и так далее. Зацените мою маску. У меня мама шила эту маску. Дети нарисовали эмблему. Сейчас масочный режим, будем придерживаться его. Так что следите за каналом. Ну все, сказали загнать гараж. Сейчас загоним, посмотрим. Сейчас первым делом мы меняем масло. Как видим, масло почернело. ТО-1, я хотел спросить, что идет на ТО-1. Оказывается, у нас в сервисной книжке все написано, что меняется, что осматривается. Вот такой длинный список. И мы по всему списку пройдемся. Легких, да? Вот это под замену, наверное. Осматриваются все патрубки, все шланги тормозные на наличие течи. Если что, затягивается.
Лучше, конечно, это посмотрели специалисты. Обнаружился маленький люфт на левой передней ступице. Сейчас ребята сразу исправят. Тут стоит экспедиционник с силовыми порогами. Типа таких силовых порогов я хочу сделать себе самопально из трубы 57. Надеюсь, получится. Скоро буду делать под хайджек. Каждую ступицу разбирают и смотрят на наличие смазок, смотрят остаток тормозных колодок, состояние пыльников, состояние сальника, вот этого пыльника. Обнаружили разрыв правого пыльника, сразу заменили наконечник рулевой. Вот оно такого типа. Проверка и перетяжка хомутов для охлаждающей жидкости. У меня еще в гараже лежат силиконовые патрубки. Скоро, наверное, буду менять. Какой антифриз лить я еще пока не решил, поэтому патрубки тоже не поменял. Вот посоветуйте, какой лучше лить, какой антифриз, у кого температура кипения большая, вот то и надо выбрать. Потому что ЗМЗ 409 очень боится закипания. Масло я прикупил такое же, которое я лил осенью. Shell 540 синтетика. Осенью тоже буду менять, но там уже 5.30 будет. На ТО-1 входит проверка состояния АКБ. 13 вольт. Пары. Дальность. Проверили состояние АКБ со включенным ближним и дальним светом фар. Сейчас переходим в салон. То есть мы закончили с ходовкой и с подкапотным пространством. Заднюю ходовку тоже проверили, там никаких нареканий нет, все в норме. Сейчас мы подошли к салону. Сейчас будут менять салонный фильтр. Далее будут смазывать все петли дверей. И еще дальше будем посмотреть. Заменяется салонный фильтр. Она находится за бардачком. Осенью я сам снял салонный фильтр, потому что не хватало воздуха, напора моторчика. Надо было включать на большую скорость. Я снял фильтр, оказывается, она была забитая, захламлена, пыль. Я ее просто выкинул, и зимой стало намного теплее. Смазывает все петли, все дверные петли и все замки силиконовой смазкой.
А что это означает, можешь объяснить? Что мы проверили сейчас? Это тест аккумулятора. Угу. В каком состоянии. То есть напряжение, температура. Он все измеряет. А тут вердикт какой? А, хороший. Хорошо. Аккумулятору 1 год. Скоро будет. 12 апреля. У него, нашего Патрика, день рождения. Пошел. Серьезно, что ли? Я впервые узнал, что можно регулировать руль по вылету. Но я когда купил, пытался это сделать, не получилось у меня. Оказывается, можно регулировать по вылету. Ну вот теперь и вы знаете, что руль регулируется у нас по высоте и по вылету. Могет у вас. Ребята, хочу познакомить вас с директором фирмы Колми Республики Саха-Якутия, города Якутска, Николаев Валерий Николаевич. Здравствуйте. Валерий Николаевич, скажите, пожалуйста, вот общее положение вот вашей фирмы. Ну, компания Колми является официальным дилером по Республике Саха-Якутия УАЗ. Колми работает с УАЗ 1993 года. Мы вот до сегодняшнего дня работаем с УАЗом, продаем автомобили, УАЗ все модификации, еще обслуживаем, полностью техобслуживание проводим на автомобиле УАЗ. В данный момент сейчас обновление у нас, по Патриоту с прошлого года, с сентября месяца ООО УАЗ официально запустил автоматическую коробку передач УАЗ Патриот с АКПП. Ну, я хочу вкратце рассказать про АКПП. Power Glide Punch — это бельгийская коробка. Именно проработали коробку на двигатель ZMZ 409 ZMZ Pro. У него этой коробки запас мощности сделали двойную, получается. У него отличные характеристики и подходит в наших условиях, можно сказать. Такая коробка стоит там Chevrolet Colorado, на BMW. Как нас уверяет завод-изготовитель, у него двойной запас мощности. Поэтому на данный момент к этому Патриоту эта коробка отлично подходит. А скажите, пожалуйста, вот если вот брать по ТО, если гарантийные случаи, например, у машины, запчасти вы напрямую заказываете с завода? Да, завода заказывают. И через сколько в нашу республику обычно доставляются запчасти? Ну, запчасти, конечно, у нас доставляются, мы далеко находимся, поэтому у нас примерно срок от 2 до 3 недель завода поставки. Но мы заранее запчасти, минимальный запас у нас склада есть, все в наличии, поэтому мы запчасти постоянно заказываем. В общем, про гарантию и про техобслуживание я хочу вкратце рассказать. У нас вот именно Патриоты гарантия дается 3 года, либо 100 тысяч километров пробега. Получается, что ранее наступило.
на автомобиле СГР, получается, у вас микроавтобус, там 80 тысяч километров, либо 2 года гарантии дается заводом-изготовителем на данный автомобиль. Для того, чтобы, значит, гарантии дают, для того, чтобы завод дает для чего? Для того, чтобы во время правильной эксплуатации, значит, в нашем авторизованном центре, сервисном центре, можете прийти, обратиться, мы все осмотрим автомобиль и даем гарантию. Получается, для этого надо проходить своевременное обслуживание автомобиля. Это получается техобслуживание 1, техобслуживание 2. Это приходит именно по пробегу. Либо в год один раз обязательно должны пройти техобслуживание в авторизованном дилерском центре. Компания Колми, официальный авторизованный дилерский центр, рекомендует владельцам УАЗ проходить техобслуживание официального дилера, так как вы сохраняете гарантию. Вкратце про ТО. Техобслуживание номер 1 это 15 тысяч километров, либо год. Вы, допустим, в течение года не проездили 15 тысяч километров, то вы обязательно должны пройти ТО-1. И также ТО-2 наступает 30 тысяч километров, либо что наступит ранее. Поэтому владельцам хотелось бы сказать, автомобиль – это средство передвижения. Вы должны следить за автомобилем, ухаживать. Поэтому приглашаем к нам на сервисный центр, проходить обслуживание. Насколько вот загруженность сервиса? Например, я вчера вечером приехал из Сантарского Улуса, я до этого заранее вам звонил и записался вот на сегодня, 23 марта. И я вот вчера с Улуса приехал, сегодня загнали, все закончили. По записи я хотел бы сказать, у нас все происходит по записи. Поэтому рекомендуем заранее позвонить по нашим телефонным номерам 31 21 58 и заранее записываться на техобслуживание, либо на какой-нибудь конкретный ремонт. Как-то так, ребят. Все контакты, телефонные номера и ссылка будут в описании. Благодарим Валерия Николаевича за интервью. На этом мой ТО-1 закончился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо и пока. Я прошел ТО-1, вот вышел только что из сервиса официального дилера. Я заплатил за ТО-1 4300 рублей. 4000 это за работу техобслуживания и 300 рублей за фильтр, который поменяли. Масло тоже я сам купил, потому что я хотел именно это масло лить, а не то, что предлагает фирма УАЗ. И поэтому это было мои хотелки. Поэтому ребята очень качественно сделали, все протянули, все проверили, все записали в сервисную книжку. Кстати, у нас есть сервисная книжка вот такая. Тут поставили штамп о том, что я прошел от ТО-1. Тут указан пробег, дата проведения. А следующее ТО-2 у нас получается будет до 30 тысяч или до 2 лет работы машины. Так что, ребята, всем советую не пропускать ТО, чтобы не слететь с гарантии. Потому что если своевременно не ходить в ТО,
из-за того, что заранее не протянули или заранее где-то не проглядели, может случиться вот тотальное, так сказать, ну не тотальное, большой ущерб. Чтобы от этого не случился в машине, надо проходить своевременно ТО-1. Поэтому, ребята, если у вас на это нет времени, вот, пожалуйста, обращайтесь к официальному дилеру. И это дело не надо отвигать назад, потому что должно техобслуживание производиться своевременно. Конечно, многие могут самому делать техобслуживание. Конечно, можно этим заниматься, но есть те, у которых, но есть люди, которые вот, самому не нравится лазить, делать, ремонтировать, а есть те, которые вот чисто самому в кайф все провернуть, все сделать, все отремонтировать. Ну, это дело, конечно, выбор каждого делать. Просто зовут, рекомендует проводить техобслуживание у официального дилера. Я пока хочу оставаться с гарантией и вам тоже советую, ребята. Все. Всем спасибо еще раз. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Северный Патрик. Всем удачи.